Конечно, это характерно. Конечно, он сын своего народа. Конечно, он сын своих родителей, сын своего тейпа. Но это намного шире. И вот то, что вы сказали, мне действительно очень много раз пришлось общаться с жителями Липецкой области, в силу того, что это центральный федеральный округ. Вы знаете, что поражает, да, и это приятно мне, как вот человеку, который гордится тем, что Сулумбек, он наш, с Ингушетии, что он ингуш, что из такого древнего, хорошего рода. И это то, что вот от самого маленького ребенка, кончая самым большим профессором, военнослужащие все в один голос говорят о том, что это образец. Образец – это великий гражданин России, это великий и очень достойный ингуш, это человек, с которого берут пример. Конечно же, это, вот вы совершенно правильно сказали, это не само по себе. Ничего с космоса само по себе не падает, не происходит. Это то, что ему дали его предки. Это его состояние души, это то, что он действительно по-другому поступить не мог. И думать по-другому не мог. Он совершенно четко понимал, что этот поступок, то, что он уведет в самолет, это во многом будет способствовать тому, что будут сохранены жизни. И вне зависимости, что произойдет с ним дальше, потому что могла и быть и другая ситуация, может быть, он и катапультировался бы, но вне зависимости. Вот об этом как раз-таки он не думал, о том, он думал, как спасти людей, как показать, что это действительно элита, что он командир самых элитных воинских подразделений, это самый лучший центр нашей страны, это образцовый, и что он один из высочайших профессионалов, действительно, это мастер спорта по высшему пилотажу, это летчик-снайпер, это ученый, это мужественный, решительный человек, который действительно в этот момент по-другому и не мог поступить. Он великий гражданин России, и он настоящий ингуш. Он настолько был прост в общении, настолько был доступен, и настолько даже у этого человека была вот такая какая-то внутренняя культура, и никогда ничего сгоряча не делал. Он никогда не... с него был бы величайший руководитель региональный, то, что сейчас говорят, президент республики, края, области, да, с него был бы величайший военачальник, с него был бы очень хороший ученый. И он, конечно, самая главная его большая профессия, это он великий человек. Это человек, о котором можно говорить, что это целый мир, и он человек, которым, конечно, могли гордиться любое общество, любой народ, тем более как гражданин России. Сулумбек Асканов стал героем в мирное время. Правда, награду из рук президента за подвиг летчика получали его родственники. Первая звезда Героя Российской Федерации предназначалась ингушу Сулумбеку Асканову. Но звание Героя он был удостоен посмертно. 21 год назад, 7 февраля, начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Асканов совершил подвиг. Ценой собственной жизни он предотвратил падение потерявшего управление истребителя на крупное село Хворостянку в Добринском районе. Самолет рухнул у деревни Козельки. Асканов возглавил Липецкий авиацентр в 1989 году. Несмотря на высокую должность, участвовал во многих летных экспериментах по расширению боевых возможностей военных самолетов. В начале 90-х, когда резко обострился осетино-ингушский конфликт, старейшины предлагали Асканову стать первым президентом Ингушетии, но военнослужащий остался верен летному делу. Я знаю, насколько он любил Липецкую область, насколько к нему с огромным уважением относились не только военные, но и те, кого мы принято называть гражданские, то есть население. Ну и для меня, конечно, это особый случай. Я лично был с ним знаком, он мой родственник. Самолет начальника Липецкого авиацентра потерял управление во время тренировок воздушного боя. В истребителе МиГ-29 отказал авиагоризонт. Асканов мог спастись, катапультироваться, но внизу увидел жилые дома и увел машину подальше от деревни. На земле никто не пострадал.
Я помню вот этот январский, зиму, когда его привезли на родовое кладбище в Плиево, когда прилетело руководство страны, тогда вице-президент Рудской, и был губернатор Липецкой области, была очень большая делегация с Липецкой области. И вы знаете, мне кажется, я уверен, что вот настолько эти люди были расстроены, настолько они переживали, настолько... Я помню, что вот губернатор Липецкой области, он снял, на нем была такая большая шапка, он ее снял, и слезы.